В НАТО заговорили о поражении, штурмовики атакуют границу, из США в Москву отправили новый привет. Отчет пошел, Вашингтон ждет решения Путина, а Центральная Азия получит 12 миллиардов евро от ЕС. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Бои на нескольких направлениях, штурмы и серая зона. Россия выбрала новое направление для плацдарма. Подтверждено официально. Представитель НАТО заявил о захвате территории в Белгородской области, а также заговорил о поражении. О чем речь? Турция приглашает представителей Москвы и Киева в Анкару для переговоров, а в Беларуси начался масштабный опрос. Что задумал Лукашенко? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаем. Российские штурмовики атакуют Украину. Точка боев – Сумская область. Там пехота РФ продолжает ломиться через украинскую границу. Цель – закрепиться и расширить плацдарм. Наступают из Курской области. В Госпогранслужбе Украины назвали населенные пункты, на которых сфокусировалась армия РФ. Это Журавка и Новенькая. І задача у таких груп максимально, можливо, глибоко зайти на нашу територію, просуваючись там дуже швидко, інколи вони навіть використовують для цього квадроцикли, закріпитися, накопичуватися і вже розширювати зону активних боїв по території України. Але, знову ж таки, наші воїни і підрозділи Державної прикордонної служби, підрозділи Збройних сил України роблять все можливе і необхідне для того, щоб ворог не досяг цих цілей. На картах мониторингового канала Deep State и Журавка и Новенькая, а также ряд других населенных пунктов находятся в серой зоне, то есть они не находятся ни под контролем Украины, ни под контролем России. Согласно этим же картам, ВСУ потеряли часть территории в Курской области, а еще одна часть Сумской области на границе РФ и Украины также стала серой зоной в последние дни. О том, как изменится интенсификация боев с изменением погодных условий и наступлением весны и в целом об обстановке на линии фронта, мы поговорили с руководителем программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» военным экспертом Павлом Лакичуком. Физико-географические условия всегда влияют на ход боевых действий. Это мы знаем и из теоретических работ, и познали на практике не первый год. Каждый год весна, когда высыхает земля, появляется зеленка, боевые действия меняют характер. Продолжается стратегическая наступательная операция на Донецком направлении, на широком фронте, я имею в виду, начиная от Лимана и заканчивая Новопавловским направлением границы Запорожской области. Активизировались тактические действия на других направлениях, это и на Харьковском направлении, и на Запорожском, на Ореховском, но это не какие-то новые операции, это регулярные боевые действия, так называемые. Сложно и на направлении нашего контрудара на Курщине. ВСУ удерживают значительный участок территории России, даже несмотря на то, что украинским военным пришлось отступить под Курском. Кроме того, украинские войска держат под своим контролем еще и часть Белгородской области. Это официально подтвердил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Коволи. Там есть значительные силы, удерживающие значительную, хотя уменьшившуюся, но все еще значительную часть территории внутри России в Курской области прямо сейчас. И они занимают очень хорошие оборонительные позиции южнее, в Белгородской области. Пару недель назад украинцы провели меньшее контрнаступление на территорию России, так что в этом районе все еще идет борьба. Издание «Политика» пишет, что Коволи стал первым военным чиновником, который открыто заявил, что силы Украины вошли в Белгородскую область. Однако по сей день остается неясно, сколько квадратных метров или же километров находится под контролем Украины, в частности на белгородском направлении. Кстати, информацией о ситуации там Коволи не ограничился. Он заявил, что Россия за время полномасштабного вторжения потеряла более 4000 танков, а это равноценно танковому корпусу США, уверяет представитель НАТО.
Также он заявил, что Киев скоро получит дополнительные самолеты F-16 от партнеров. Кроме того, в Североатлантическом альянсе заговорили о поражении Украины. В такой сценарий не верят. В войне нет ничего неизбежного. Украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и ежедневно улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции. Сидя здесь сейчас, трудно представить крупное украинское наступление, которое вытеснит всех, знаете ли, с каждого квадратного дюйма Украины. Но точно так же очень трудно представить, что Украина рухнет и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что поражение Украины неизбежно. США дают понять терпение на пределе, а Трамп уже начинает подозревать, что РФ не хочет мира. Вновь от представителей Вашингтона полетели заявления о промедлении в переговорах со стороны России, а также о том, что Москва тянет время. Время X уже близко. Тот самый психологический дедлайн, который Трамп установил себе, подходит к концу. И Америка хочет услышать, пойдет ли Россия на мировую или же нет. Госсекретарь США Рубио говорит, что остались не считанные месяцы, а недели. Дальше Кремлю не поздоровится. Мы подождем и посмотрим. Русские знают нашу позицию в отношении желания закончить войну, и мы очень скоро узнаем из их ответов, серьезно ли они настроены на реальный мир, или это тактика затягивания. Если это тактика затягивания, президент не заинтересован в этом. Если это просто растягивание процесса, президент Трамп не попадет в ловушку бесконечных переговоров о переговорах. Мы скоро узнаем, серьезно ли Россия настроена на мир. Если да, это будет здорово. Тогда мы сможем двигаться к миру. Если нет, тогда нам придется пересмотреть нашу позицию и что мы будем делать дальше. Позиция Эрдогана и Турции неизменна. Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, и Крым должен вернуться в состав Украины. Кроме того, Турция выступает за немедленное прекращение огня и окончание войны. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он также дает понять, что Анкара предлагает свою площадку для переговоров, дипломатическое посредничество и способствует обмену сообщениями между Киевом и Москвой. Кроме того, Турция предлагает участвовать в мониторинге возможного прекращения огня. При этом подчеркивается, что такое решение должно быть согласовано обеими сторонами, и Украиной, и Россией. Турция различает этапы прекращения огня и мирное соглашение, отмечая, что мониторинг и гарантии безопасности будут обсуждаться позже. Когда Украина и Россия договорятся о прекращении огня и посредничестве, это также должно включать соглашение о том, какой механизм мониторинга или миротворческий механизм будет задействован. Это тоже должно быть согласовано обеими сторонами, я считаю. Сейчас мы немного далеки от этой точки. Сейчас мы пытаемся добиться, чтобы обе стороны сначала согласились на прекращение огня, а затем, используя это прекращение огня, работали над долгосрочным перемирием. И, конечно, вопрос в том, как обеспечить соблюдение или мониторинг этого прекращения огня и мирного соглашения, будет частью обсуждений обеих сторон. Следить за соблюдением режима прекращения огня в Черном море, о котором пытаются договориться Украина и Россия, могла бы, среди прочего, и Турция. Об этом на днях заявлял Зеленский. Напомню, что Украина и США на встрече в Саудовской Аравии уже согласовали прекращение огня в Черном море. Оно касается гражданского судоходства и портов. Однако оно не распространяется на российские военные корабли. В МИД Украины заявляли, что выход военных кораблей РФ за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением договоренностей и угрозой нацбезопасности Украины. Большой опасностью для судоходства являются и морские мины, которые по сей день находятся в акватории моря. Об этом в интервью «Нехта» заявил военный моряк в отставке, аналитик Павел Лакийчук. Минная опасность осталась и в Черном и в Азовском море. По количеству мин и по типам мин, главное, сказать очень сложно, потому что большую часть их выставляли россияне. Россияне никогда не делятся информацией об своих минных постановках. Даже информацией об минных постановках периода Второй мировой войны россияне отказывались делиться с партнерами по Черноморскому региону. С одной стороны, после какого-то промежутка времени минная опасность от тех якорных мин и донных мин, которые выставлялись, она несколько сглаживается, потому что
Если датчики не сработали своевременно, есть шансы, что они не сработают и в дальнейшем. С другой стороны, она и возрастает. Потому что во время штормов часть мин срывается с минрепов, часть просто перетягивается вместе с якорями силой воды с одного места на другого. Мир закрывает глаза на проблемы и угрозы, с которыми может столкнуться из-за Афганистана. Об опасности, которая исходит из страны, которая граничит в том числе со странами Центральной Азии, Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном, заявил президент последний Шавкат Мирзиёев. На первом историческом саммите ЕС «Центральная Азия» он перечислил риски: терроризм, экстремизм, радикализация, наркотрафик, киберпреступность и незаконная миграция. При этом метод борьбы в Самарканде озвучили интересный. Мирзиёев предложил не изолировать Афганистан, а вовлекать его в региональные проекты и налаживать диалог с нынешними властями, чтобы добиться стабильности. К глубокому сожалению, мировое сообщество недооценивает все вызовы, исходящие с территории этой страны. Считаем необходимым активно вовлекать афганскую сторону в региональные экономические процессы, в том числе путем реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов восстановления социального сектора. Отмечу, что по итогам саммита ЕС пообещал странам Центральной Азии инвестиционный пакет на сумму в 12 миллиардов евро. У Лукашенко организовали практически трехнедельное социологическое исследование. С 4 по 21 апреля Минск будет узнавать, чего хотят белорусы. Для этого предлагают ознакомиться с опросником, на прохождение которого может уйти до 15 минут времени. Цель, как заявляет у Лукашенко, проанализировать социальные, экономические и политические запросы граждан республики. Кроме того, выявить опасения, стремления и ориентиры. Это была цитата. А еще социологи, подконтрольные режиму, хотят изучить динамику общественного мнения, факторы, формирующие ожидания граждан, а также возможные сценарии их трансформации. Например, один из вопросов, который есть в анкете исследования, звучит так: что, на ваш взгляд, может свидетельствовать о возможной экономической нестабильности страны? Вариантов ответов аж 13, среди них снижение зарплат, рост курса валют и так далее. Одним из авторов этого опроса является Турчин, это премьер-министр Лукашенко. На основе данных, полученных от тех, кто примет участие в этом исследовании, в Минске обещают сформировать программу социально-экономического развития на будущую пятилетку. Каковы истинные причины такого масштабного опроса? Будет ли к ответам белорусов доступ у силовиков с целью дальнейших репрессий в стране? Можно только предположить. Санкции против Беларуси можно будет ослабить, если Лукашенко изменит свое поведение. Для этого силовики Лукашенко должны отказаться от репрессий и освободить политзаключенных. После этого можно говорить о дальнейших шагах в переговорах, которые должны привести к конечной цели – проведению свободных выборов в республике. Такова стратегия Демсил Беларуси. Об этом заявила Светлана Тихановская. Она также рассказала о планах Путина на республику. Вы знаете, безусловно, то, что мы видим в Беларуси, это ползучая оккупация. И делается это с позволения Лукашенко, который, как вы знаете, является марионеткой Путина. Лукашенко готов продать наше спокойствие, продать нашу независимость, нашу страну России, только чтобы остаться у власти. И это происходит. Мы видим процесс русификации. Мы видим, как Лукашенко и Путин заключают сделки, которые не соответствуют национальным интересам Беларуси. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.